Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Ты все душевные способности губя, нас мучишь, как поля мы страждем от засухи. Неспроста это утро сегодня мы начинаем со стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Поистине литературным днем можно назвать 6 июня, День русского языка и день рождения самого известного русского классика. В связи с этими датами сегодня мы ожидаем в нашей студии Александра Лобанова, директора Русского театра. Поговорим о планах Русского театра. Также вместе с жителями городов Якутии прочтем самые известные произведения Александра Пушкина. Помимо этого вас ждут советы по выбору рассады от нашего эксперта, садовода Георгия Аларя. А вместе с Дарьей Анкехво мы прокатимся на питбайке. Ну а с гостей центра «Мои документы» поговорим о том, как снизить финансовую нагрузку отпуска пенсионеру и воспользоваться компенсацией. Это и не только ждет вас в ближайший час. Оставайтесь с нами. Хорошее полезное утро мы вам гарантируем. Ну а пока знакомимся с погодой на день 6 июня. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 13-20 градусов тепла. В заречной группе от 11 до 20, в южных 11-15, в Вилюйской группе 13-16 градусов, в Нижнеленских 16-19, в западных 12-14, в Колыме-Дигирской группе 3 и 17 градусов. В Янских 12-17, на северо-западе 1,8 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила плюс 19. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, штиль. Сегодня днем ожидается без осадков, ветер слабый. Температура воздуха составит 30-32 градуса. Но наше северное лето, карикатура южных зим, мелькнет и нет, известно это, хоть мы признаться не хотим. Мы продолжаем наше поэтическое утро в честь Дня Александра Пушкина. Дорогие телезрители, вы также можете присоединиться к нашему эфиру. Для этого вам необходимо написать на наш телеграм-канал «Утро Якутии», где вы можете поделиться с нами любимыми строками из произведений Александра Пушкина. Как, к примеру, делают это жители Ленска, Нерюнгри и Усть-Неры. В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной, Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь. На дубе. На дубе том. И днем, и ночью кот ученый. Все ходят по цепи кругом. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как гений, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Но не по сезону. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда идет, сам не знает куда. Что, батька, так рано собрался, чего ты взыскался? Поп ему в ответ: нужен мне работник, конюх, повар или плотник. А где найти мне такого служителя, не слишком дорогого? 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — я б для батюшки царя родила богатыря». Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Когда благому просвещению откроем более границ, тогда по летоисчислению философических таблиц
лет через 500. Дороги, верно, у нас изменятся безмерно. Шоссе Россию там и тут, соединив, пересекут. Мосты чугунные через воды шагнут широкою дугой. Раздвинем горы, под водой проложим дерзостные своды. И заведет крещеный мир на каждой станции трактир. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В час уныния сменись, день веселья вей настанет. Сердце будущим живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Спасибо. Государственный академический русский театр, драматический театр имени Пушкина сегодня, 6 июня, закрывает 131 сезон уже свой театральный в день рождения величайшего поэта и публициста Александра Пушкина и в День русского языка. В этот день театр традиционно дарит своим зрителям постановку по произведению Александра Пушкина. О завершении сезона и его громких премьерах мы сегодня будем говорить с Александром Алабановым. Александр Александрович, доброе утро. Доброе утро. Как я уже сказала, да, завершается сезон. Большая ли работа проделана за этот год? Насколько год был трудным, ярким? Ну, безусловно, сезон этот у нас был архисложным. И это связано и со всеми вытекающими последствиями, связанными с пандемией. Конечно же, было очень много перипетий, тем не менее он был очень насыщенный. Если брать самое начало, то это, безусловно, исторический факт. Наконец-то мы добрались до Владивостока. Гастроли у нас состоялись в академическом Приморском театре драмы имени Максима Горького. И буквально через несколько дней, если смотрите, везде информация уже есть, то что они с ответным визитом приезжают к нам. Везут порядка 6 спектаклей, которые, я думаю, имеет место посмотреть, потому что мало того, что у нас июнь месяц очень насыщенная культурная жизнь в республике и в городе в частности, да, но тем не менее это исторический момент, потому что этот театр к нам приезжает впервые во главе с Ефимом Самуиловичем Звеняцким. Это народный артист, художественный руководитель театра, уже долгое время, который руководит им. И я думаю, то, что просто даже если назвать наименование, это «Поминальная молитва», это «12 стульев», это «Крейсера», это «Мастер и Маргарита», это «Эдит Пиаф и ее демоны», Иванов. То есть это все произведения, такая довольно-таки серьезная палитра, которая придет по вкусу, я думаю, всем зрителям, без исключения. Но опять же, своего рода компенсация, то, что мы буквально сегодня закрываем свой 131 сезон, а у зрителей будет еще возможность порядка 10 дней насладиться довольно-таки хорошими спектаклями хорошего коллектива. Да, я уже сказала, что ежегодно вы традиционно закрываете сезон постановками из произведений Пушкина. На этот раз выбор пал на произведение Полтава. Почему? Ну, не всегда Пушкина. В принципе, мы всегда стараемся брать классику. Да. Почему? Ну, по-моему, это все на поверхности. Если взять Полтаву, что там у нас Украина, шведы, Петр I. Так что сложилось то, что с Украиной, с Малоруссией у нас все время такие довольно-таки традиционно уже исторически разного рода моменты возникают и очень непростые исторические моменты. Да? И сейчас как раз мы фактически сейчас повторяется то, что уже написано давно. Знаете, мы отслеживаем даже, если брать классические произведения, «Дни Турбиных», да, булгаковская вещь, которая уже больше 100 лет, то же самое. Все очень знакомо, все как под копирку, и, видать, исторически так сложилось, то, что каждые 100 лет что-то происходит. И именно сегодня, как никогда, 6 июня, День русского языка, мы имеем такую возможность представить вам работу совместно с виртуозами Якутии. Это будет музыкально-поэтическое
скажем так, такой формат музыкально-поэтический вечер, где наши актеры будут рассказывать именно Полтаву, великое произведение нашего великого поэта, под живой аккомпанемент, то есть игру скрипачей. Я думаю, что такой формат, он будет интересен разным пластам. То есть это и те, кто любит ходить в театр, это те, кто любит ходить, слушать живую музыку. Ну, вот постараемся сегодня это все вместе соединить и представить на, скажем так, зрителю. Ну, а как уже результат, он уже покажет, имеет место быть подобный формат. В дальнейшем будем мы его использовать, нет? Посмотрим. Ну, а это первый такой опыт для русского театра? Нет, это не первый опыт. Буквально в марте месяце у нас состоялся опыт силами, опять же, сугубо нашими силами. У нас Ксения Еремеева взялась и собрала воедино 3 авторов. Это Куприн, Бунин, О. Генри. И состоялся у нас тоже такой музыкально-поэтический спектакль «Весна души». Вот, буквально вот несколько дней назад мы его повторяли. Я думаю, что и в следующем сезоне мы сможем показать и представить возможность для зрителя посмотреть в очередной раз. Такой формат пришелся на вкус зрителя довольно-таки, по нраву, им интересно. И я думаю, что мы как-то попали вот как раз вот, что хотелось бы вот сейчас, каких-то эмоций, какой-то весны, каких-то вот чувств. И это все как-то получилось, все вот сошлось в едином целом, и в результате мы имеем вот сейчас такой вкусный материал. Сейчас постараемся закрепить, можно сказать, сегодня, и отметим, конечно же, день рождения Александра Сергеевича, опять же, именем которого и назван наш театр. Носит уже, скоро уже будет как четверть века. Вот. Я думаю, что сегодняшний день, безусловно, везде будет праздноваться именно чтением произведений выдающегося русского поэта. Я думаю, что сегодня мы тоже внесем определенную лепту в этот вот праздник. Да, я думаю, что самым главным таким мероприятием в этот день станет как раз-таки вот постановка. Постараемся. Да. Александр Александрович, мы с вами продолжим наш разговор обязательно после небольшого перерыва и выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Вы смотрите новости. Россия снимает ряд эпидемических ограничений на въезд иностранных граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России. Главные принятые решения: с 14 июня будут сняты эпидемические ограничения для иностранных граждан, прибывающих на территорию России авиатранспортом и через морские пункты пропуска. Также восстановится железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент-Самара и Ташкент-Волгоград. А для граждан Узбекистана будут сняты ограничения на въезд железнодорожным транспортом. В Якутске, несмотря на жаркую погоду, представительницы прекрасного пола вышли на акцию под названием «Велопробег». Девушки проехали на велосипедах по маршруту Якутск-Кангалас-Якутск, стартовав с площади Орджоникидзе. Цель – провести субботник в районе Кангаласского мыса. Акция приурочена ко Дню эколога и столетию республики. В ней приняли участие около 20 велосипедистов. В принципе, мне это не сложно, я давно уже катаюсь, этот маршрут мне знаком, поэтому... Но идея заключалась в том, чтобы вот пригласить девушек, которые, может быть, сами не боятся ехать, да? И мы сегодня отправляемся в компании ребят, которые нам помогут, поэтому считаю, это прекрасная, отличная идея и хорошая возможность девочкам попробовать свои силы на далекое расстояние, кто еще не ездил. Ну, ребята, у них идей было много, я не то чтобы совсем в курсе, да, но какое бы там ни организовывалось движение, мы за.
Больше препятствий, меньше бега. В Москве прошла гонка героев Урбан. Мероприятие по формату сочетает забег на урбанизированной местности и полосу испытаний. Организаторы установили 26 препятствий, которые участники преодолели на протяжении 5 километров индивидуально или в составе группы. На старт вышли почти 1300 человек, среди которых не только профессиональные атлеты, но и любители. Спортсмены должны были правильно выполнить задачи на полосе препятствий и прийти первыми, чтобы побороться за призовые места с фондом в 400 тысяч рублей. Преодолев все эти препятствия, они получат жетончик, который так любят и так и ценен. Ежегодно мы делаем разный дизайн для того, чтобы их можно было собирать. Сегодня несколько дистанций, сегодня несколько команд. Точнее, несколько форматов участия. Командные — это 5 человек, масс-старт. Ну и, конечно, сегодня будет происходить состязание наших профессиональных спортсменов, участников сборной. Это забег элиты, и в этот раз, первый раз, у нас есть призовой фонд. Урбан, да, это сухая трасса, больше препятствий, меньше бега. Сделали специально для тех, кто боится грязи, пока, по крайней мере. Но статистика показывает то, что обычно после участия в Урбане люди переходят на гонку, ну и дальше уже начинают участвовать в разных форматах. Всемирный день масс-рестлинга будет ежегодно отмечаться в 4-ю субботу июня. В Якутске его отпразднуют 26 июня после проведения чемпионата мира по масс-рестлингу. В Якутске с 23 по 25 июня в рамках юбилейных мероприятий, посвященных столетию образования Якутской ССР, будет проведен 4-й чемпионат мира по масс-рестлингу. Свое участие в чемпионате уже подтвердили 230 спортсменов из 44 стран. Поединки в абсолютной весовой категории состоятся на спортивной площадке в местности Усть-Хатын 25 июня во время проведения Эсэха Туймады 2022. В соревнованиях выступят лучшие масс-рестлеры России и зарубежных государств. Доброе утро. Мы продолжаем общаться с директором Русского театра Александром Лобановым. Александр Александрович, как мы уже сказали, завершается 131 сезон Русского театра. Да? За этот год вот, все ли выполнено, все ли проекты реализованы? Что можете сказать? Ну, безусловно, все успеть просто нельзя, особенно когда все время какие-то ситуации у нас происходят, то пандемия, то... Вот. И, конечно же, хотелось бы сделать больше, но, к сожалению, определенный период времени театр был закрыт, локдаун, нас это коснулось. Но, тем не менее, мы много чего смогли. Вот я, как уже говорил, то, что мы смогли съездить все-таки в рамках больших гастролей, и спасибо за это, большая помощь была председателя правительства Тарасенко Андрея Владимировича. Да? Далее у нас получилось таки одноименный, опять же, переулок Валентина Дмитриевича Антонова поставить ему памятник. Сейчас вот кто проходит нашему переулке, вот сказочным, как всем нравится, то, что вот елочки, березки, ну, стараемся как-то, чтобы было все как-то... Должны быть в городе хорошие вот такие красивые места. Вот мы его продолжаем как-то все-таки благоустроить и как-то, не знаю, украшать или приводить в порядок. Но тем не менее, вот появился у нас там Валентин Дмитриевич, и для нас это действительно определенное событие, определенный такой момент, когда очень важный, потому что все-таки человек, который отдал больше половины жизни службе театру, он достоин того, чтобы вот памятник находился именно в том здании, где он проработал большую часть своего времени, полжизни. Что еще самое главное? Конечно же, это постановки. Вот, как я уже говорил, «Весна души» — это эмоции. То, что рядом же буквально в этот же период у нас появился спектакль «Академия смеха», неоднозначный, интересный, дерзкий, где-то смешной, где-то волнительный. Но это стоит посмотреть. Просто скажу, что это драматург японский, Коки Митани, и его нужно смотреть. Это непередаваемая на самом деле история. На сцене ходит всего 2 актера. В данном случае это у нас Дмитрий Иванович Трофимов, Евгений Кузьмин.
Вот. Но тот, кто видел, тот уже меня поймет. Тот, кто не смотрел, интрига, пускай сходит. Вот. В дальнейшем у нас, понятно, что сейчас идут мероприятия, посвященные 350-летию Петра I. Мы начали их с восстановления созвездия Марии. В этом году этому спектаклю уже 10 лет. В 2012 году мы его показали в гостином дворе в Москве на мероприятиях Дни Якутии в Москве. Сегодня у нас Полтава, опять Петр I. И начнем мы уже после гастролей по югу Якутии, получается, в ноябре в следующем сезоне у нас должен состояться еще очередной показ новой премьеры. Это «Араб Петра Великого». И в постановке уже запоминающегося и известного режиссера для наших зрителей это Алексей Ларичев и его команды. Александр Александрович, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. С праздником вас. Спасибо вам и всех с праздником. Да, действительно, планы грандиозные. Год отличный, насыщенный прошел. Успехов вам, плодотворной работы. Спасибо. Желаю. И сегодня отличного будем завершения. Надеяться и будем ждать наших дорогих зрителей. Да, действительно, июнь очень богат на культурные события. С другими этими событиями знакомит Захар Никитин нас. Со 2 июня в Национальном художественном музее Якутии начинает свою работу выставка «Сокровища Третьяковской галереи» из собрания Федерального крупнейшего музея России. Это поистине историческое событие позволит жителям и гостям Якутска познакомиться с подлинными шедеврами знаменитой Московской галереи. В Якутск привезли 56 произведений искусства из фондов Третьяковской галереи. Выставка работает для посетителей со 2 июня по 17 июля, в основном в здании Национального художественного музея. Не упустите шанс вживую насладиться всемирно известными произведениями искусства. Союз театральных деятелей России объявил победителей гранта на новые постановки в рамках празднования 200-летия выдающегося русского драматурга Александра Николаевича Островского. В числе победителей Саха Академический театр имени Платона Алексеевича Аюнского. Саха Академический театр выиграл грант на финансовую поддержку от Министерства культуры России и Союза театральных деятелей России в размере 2 миллионов рублей на реализацию новой постановки «Лес» Александра Островского. 25 мая в Великобритании завершился 4-й Евразийский кинофестиваль в Лондоне, на котором были представлены фильмы из 11 стран Евразии. Среди фильмов-участников была картина из Якутии «Тыгындархан» режиссера Никиты Аржакова, которая стала победителем фестиваля. В продолжение темы кино спортивная драма «Джилур Масреслинг» от молодого якутского режиссера Валентина Макарова продолжает победное шествие по кинофестивальным площадкам страны. По итогам 13-го международного фестиваля «От всей души» картина из Якутии завоевала приз за лучшую режиссерскую работу. 27 мая в Общероссийский день библиотек состоялось вручение премии главы нашей республики имени Крафта лучшим библиотекам и библиотечным работникам, меценатам и попечителям, внесшим большой вклад в развитие библиотек республики. Библиотекой года стала Центральная районная библиотека имени Габышева Алекминского района. Библиотекарь года – главный библиограф межпоселенческой централизованной библиотечной системы Горного Улуса Анастасия Ивановна Заровняева. Попечитель и меценат, кандидат исторических наук, проректор Международной педагогической академии дошкольного образования Ирина Ильинична Комарова. На этом наш выпуск завершается. До новых встреч! 6 июня на календаре. Помимо Пушкинского дня сегодня отмечаются и другие праздники, и дни рождения. Сейчас мы с ними их ознакомим.
На календаре 6 июня. Сегодня Пушкинский день в России. Также День русского языка. Как и дни других официальных языков Организации Объединенных Наций, появился в международном календаре в 2010 году. По народному календарю сегодня «Свободное дерево». Так на Руси называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: шиповник цветет, румянец года ведет. Этот день в истории. В 1882 году в этот день американец Генри Силли запатентовал электроутюг. В 1922 году, 6 июня, начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьянка». Он стал первым советским изданием для женщин и выпускался отделом по работе среди женщин ЦК РКПБ. В 1944 году в этот день началась Нормандская операция, открывшая Второй фронт в годы Второй мировой войны. В 1957 году в Москве открылся магазин «Детский мир». Он был построен за 3 года и открылся 6 июня, сразу же став лидером в Советском Союзе по продаже детских товаров. В этот день появилась первая компьютерная версия игры «Тетрис». Ее автором является советский программист Алексей Пожитнов. И 6 июня считается днем рождения Тетриса. В этот день родились Диего Веласкес, испанский художник; Александр Пушкин, русский поэт, драматург, прозаик; Зигфрид Вагнер, немецкий дирижер и композитор; Александра Федоровна Романова, российская императрица, супруга Николая II. В этот день также родился Томас Манн, немецкий писатель, эссеист, нобелевский лауреат; Арам Хачатурян, советский армянский композитор, дирижер, педагог, народный артист Советского Союза; Татьяна Пельцер, советская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза. Именины сегодня у Григория, Ивана, Ксении, Никиты, Семена, Степана и Федора. Что говорят нам звезды? Чего нам ждать от предстоящей недели? Успеха или удачу? Легкую прибыль или активную деятельность? Ищите ответы в нашем еженедельном гороскопе. Овны. Приложите все усилия для достижения цели, но не рассчитывайте на сиюминутную отдачу. Результаты вы увидите спустя некоторое время. В конце недели продумайте ближайшие планы. В выходные выберитесь на прогулку. Тельцы. Уверенность в себе – гарант успеха. Если вам наскучило ваше место работы, во второй половине недели вы можете поискать что-то более соответствующее вашим интересам. В выходные выберитесь за город с семьей. Близнецы. Будьте с собой, не бойтесь ярких проявлений, но соблюдайте осторожность в контактах с незнакомцами. В середине недели умение рисковать поможет достичь желаемого. Главное – не выставлять на показ эмоции. В выходные обратитесь за советом к родным. Раки. Вам без труда удастся представить деловые качества в самом выгодном свете. Не теряйте момент и создайте себе хороший задел на будущее. В семье не тяните одеяло на себя. Предоставьте родным свободу выбора. В воскресенье лучше уединиться. Львы. В начале недели фортуна определенно на вашей стороне. Сделайте человеку приятный сюрприз, порадуйте его своим прекрасным настроением. А в середине недели придется изрядно потрудиться. В выходные займитесь своим хобби. Девы. Уделите как можно больше внимания дому. Позаботьтесь, чтобы все в нем было уютно. Опирайтесь на авторитет родителей. Во второй половине займитесь здоровьем. В воскресенье подумайте, как предупредить конфликт с любимым. Весы. В понедельник вам предстоит много общаться. Постарайтесь заинтересовать собеседников. Ваша осведомленность во многих вопросах принесет вам успех. Семейные проблемы решайте самостоятельно. У вас все получится, если не будете раздражаться по пустякам. Скорпионы. Пробегитесь по магазинам. Ничего не жалейте для себя любимого. В середине недели вам будет легко находить общий язык с людьми. Выходные – благоприятное время для изменения интерьера вашего дома. В воскресенье вас ждет романтическое приключение. Стрельцы. Жажда приключений позовет вас в дорогу. Сейчас хорошее время для дальней поездки. В конце недели посвятите свободное время обучению. Возможны новые интересные знакомства. В воскресенье постарайтесь расслабиться. Козероги.
Прислушайтесь к себе и попытайтесь понять, что вам на самом деле нужно. Со вторника переходите от теории к практике. Смело берите инициативу в свои руки, и перед вами откроются новые горизонты. В воскресенье, возможно, новое знакомство. Водолеи. В понедельник вам по плечу любые новшества, но со вторника лучше вам будет наедине с собой. В это время не стоит идти напролом. А с четверга можете снова бросаться в бой. Займитесь имиджем, может, вам стоит сменить прическу. Рыбы, вы будете неугомонны, даже и не пытайтесь усидеть на месте. Но во второй половине недели следует взять небольшой тайм-аут. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, не встревайте в авантюры. В выходные идеален отдых у воды. Но чтобы нам не сулили звезды, есть и земные проблемы, которые без знаний юридических тонкостей решить будет сложно. К примеру, что делать, если в семье разлад и развод неизбежен, а в общей собственности квартира и купленная в ипотеку? Советы нашего юриста Вероники Тамтосовой далее. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас не очень приятная тема, но крайне необходимая – раздел имущества. Раздел имущества может быть в судебном порядке и вне судебном порядке. Во внесудебном порядке стороны сами урегулируют вопрос, определяют, какое имущество кому отходит. В судебном порядке это определяет суд. Но что же делать, если имущество находится в залоге у банка? Во-первых, такие вопросы рассматриваются обязательно с участием представителя банка. Он извещается о том, что супруги хотят поделить имущество, которое находится у него в залоге. Можно избежать, можно до этого обратиться в банк и урегулировать вопрос, что одним из заемщиков остается, получается, один из супругов, если его доход позволяет это урегулировать. Если нет, то в судебном порядке определяется, то есть остается два заемщика в последующем разделом имущества, да, то есть после того, как залог будет снят, будет соглашение некое заключено, возможно, мировое, да, между супругами, каким образом будет разделена ипотечная квартира. Либо банк, если это возможно и есть возможность внести изменения в договор, получается, вносит их на основании судебного акта о том, что будут внесены изменения в договор, и один из супругов остается заемщиком и выплачивает эту ипотеку. Ну, достаточно сложный вопрос. Первоначально я рекомендую все-таки для консультации обратиться в банк. Все зависит от остатка, да. То есть, если остаток небольшой, разумнее его выплатить и урегулировать вопрос о разделе имущества самостоятельно. Если погашение небольшое, то нужно урегулировать вопрос, кто же остается заемщиком. Но если ни то, ни другое невозможно, ну, встает вопрос о возможности реализации данного имущества, выплате банку соответствующей стоимости и разделе остальных денежных средств. К сожалению, до конца семейным законодательством залоговое имущество и его реализации порядок не урегулировано. Здесь нельзя говорить о том, что те платежи, которые были списанием у одного из супругов, что это именно его денежные средства, не забываем об этом, это денежные средства семьи, приобретались они для жилья, поэтому встает вопрос именно о разделе полноценно данной квартиры. То есть вне зависимости от того, на кого заключен договор из супругов и кто являлся поручителем. Желаю вам хорошей семейной жизни и чтобы эти вопросы вас никогда не затрагивали. Наступает лето и горячий сезон отпусков. Как снизить финансовую нагрузку отпуска пенсионеру? Воспользоваться компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно. Об этом нам сегодня расскажет специалист Центра «Мои документы» Алена Наумова. Алена, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, все ли пенсионеры и инвалиды могут воспользоваться вот данной услугой и кто предоставляет эту услугу? Нет, не все могут воспользоваться. Услугу эту получают неработающие пенсионеры, получатели страховых пенсий по старости и инвалидности. Услугу эту можно получить в пенсионном фонде. Также отмечу, что обязательно должно быть проживание на территории Крайнего Севера и также в местностях, приравненных к ним. Угу. Вот, то есть получается, если пенсионер проживает в городе Якутске, да, но прописан в другом регионе страны нашей или районе республики, то он не может претендовать? Может, но необходимо в обязательном порядке запросить выплатное дело в город Якутск. Но в этом случае нужно обязательно учитывать, что районные коэффициенты и городские, они отличаются, поэтому нужно обязательно просмотреть информацию по поводу коэффициента. Это можно сделать на сайте пенсионного фонда.
Ну, в каком виде, да, и как часто предоставляется компенсация, с какого периода исчисляется? Компенсация предоставляется двумя способами. В первом случае, если пенсионеру только предстоит поездка, он обращается для получения проездных документов. А во втором случае, если это компенсация уже на оплату фактически произведенных расходов, то есть если пенсионер уже использовал проезд и хочет компенсировать. Отмечу, что в первом случае возможен отдых только по территории России, во втором случае также возможен заграничный отдых, но компенсация будет строго до крайней точки Российской Федерации. Что касается периода 1 раз в 2 года можно обратиться, но, к примеру, если пенсионер обращался ранее в 2019 году и не использовал, да, право компенсации, в 2022 году он может обратиться. А как часто вот можно, как быстро, точнее, получить можно компенсацию? В какое время? В какое время? Компенсацию можно получить в МФЦ, например, если обращается заявитель. По срокам это 13 рабочих дней. Также можно обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда. И для удобства граждан также дистанционно можно подать заявление на официальном сайте пенсионного фонда. Для входа в личный кабинет потребуется ввести тот же логин и пароль, как на портале государственных услуг. Ну и какие документы необходимы, да, вот помимо паспорта, конечно, список огромный? Нет, не огромный, список достаточно небольшой, все очень просто. Потребуется паспорт гражданина Российской Федерации самого заявителя, либо его представителя, если это обращается доверенное лицо. Также в случае, если отдых уже произведен, и он был за территорией Российской Федерации, потребуется информация о стоимости проезда. И в случае, если билеты были приобретены иным лицом, то также потребуется расписка от держателя банковской карты, кто приобретал билеты. Алена, в какой период нужно подать документы на возмещение расходов, да, если, например, пенсионер съездил в отпуск 2 года назад, да, и все это время не работал, может ли он получить возмещение расходов? Да, может. Проездные документы не имеют срока давности. Поэтому в случае, если ранее пенсионер использовал проезд, но не обратился за компенсацией, он может это сделать. Ну вот во время пандемии никто не ездил, да, и в частности, и в точности и пенсионеры не ездили, да. Вот сейчас, наверное, будет такой вот наплыв. Как вот собираетесь с этим справляться? Насколько уже много обращений, заявлений? Ну, специалисты центра «Мои документы» отлично справляются. Пенсионеры обращаются, также подают заявление электронно. В случае, если нет возможности подать, мы всегда готовы помочь, и поэтому с этим проблем не возникает. А какие вопросы чаще всего возникают у пенсионеров? Чаще всего сейчас очень удобно подавать заявление электронно, не выходя из дома, и не все умеют пользоваться электронными услугами. Да, возникают вопросы по подтверждению учетной записи на портале государственных услуг, поэтому вот очень часто с этими вопросами. Ну и более подробно ознакомиться вот с этой информацией, где можно еще раз? Можно на официальном сайте пенсионного фонда, также в самом пенсионном фонде. И всегда можете обратиться в центр «Мои документы», как лично посетив. Также информация всегда доступна на сайте mfc.sakha.ru, поэтому обращайтесь. Спасибо вам большое, Алена, что пришли к нам этим утром. Отличного вам дня сегодня. Спасибо. Ну а мы призываем всех внуков, детей помогать своим мамам, папам, родителям, бабушкам, дедушкам, помогать вот в сфере электронных каких-то, да, тонкостей, трудностей. Ну и всем желаем хорошего отдыха, отличного отпуска. Ну а тем, кто вот, к сожалению, может быть, не попал под эту категорию, то они, скорее всего, будут ухаживать этим летом за огородом. Но для большинства это занятие отдушина, как, например, для нашего эксперта Георгия Алария, который так полюбился многим нашим телезрителям. Один из самых хороших сортов, который есть, фирма Седек, это полярник. Полярник.
Да, он неприхотлив к погоде. Там дожди идут, солнца много. Или это все равно урожай. Он сантиметров 50-60 высотой, но очень обильный. Плоды крупные, до 150, даже иногда 180 грамм. Потому что это я 3-й год его высаживаю, и я такой доволен. Джина есть хороший сорт. Вот он такой. Плоды крупные, но он высокий. Он в теплице и в грунт выращивается. Но на улице, мне кажется, он лучше. У него плоды очень намного нежнее, вкуснее. Ну, на улице вообще каждый овощ, он намного лучше и вкуснее, чем этот. Вот этот земляника у меня, этот сорт Сашенька, безусая. Ну, она, плоды, у нее ягодка маленькая, там где-то 10-8 грамм. Но зато очень урожайная, и там по 70 ягод может быть на кустик. Для малышни, если кто-то есть, вот внукам, бабушкам, обязательно возьмите такой сорт, сажайте. Да, земляника это вот именно. Безусая. Тут это сорта Настенька, это тоже Сашенька, это Лизонька. Тоже очень ранний сорт. Запомните раз и навсегда. В наших условиях они не сохраняются. Там говорят, там держат эти морозы. Нет, я вон садил. Вы же видели, когда мы снимали, съели. Я их и накрыл. Все замерзло, ничего не сохранилось. А накрыл и бумагой, и это бесполезно. Суровые зимы. Конечно. Перец этот богатырь. Ну, я, как всегда, подарок Молдову, потому что как-никак с Молдавии парень. И для этого хвалю его. Он очень вкусный, раннеспелый по сравнению с другими сортами. И идет фаршировать, всякие салаты готовить, очень вкусно. Вот, посмотрите, вот я сделал тоже такой же пакетик с этого, да. Высаживаете их прямо на грядке, тепла, холод не идет снизу, она развивается, корневая система, все вот это формируется очень большой, потому что он не ограничен в этом пространстве. И потом я уже 25-го буду своих огурчиков кушать. Этот облепиха очень хорошая, это чуйская называется, на Алтае растет, вот такой сорт продолговатый, очень вкусный. А этот сорт Охта, тоже укореняю саженцы, вот это я обрезал чубуки вот этот и укореняю их. Малина ремонтантная, вот в перспективе мы все должны заниматься, для нас, для Якутии, мне кажется, этим надо заниматься большинство, в каждом огороде должна быть хотя бы минимум 10 кустиков такой ремонтантной малины. Она не боится заморозка. Осенью подстриг ее под землей, над уровнем земли. Снег выпал, и весной, ранней весной, но одно единственное, что ранней весной надо ее сделать парничок, чтобы она пробудилась, и оставлять, и тогда она успевает поспевать в наших условиях. Уже ягода вкусная будет в конце августа. Ну и сентябрь. Зато мы соберем 3-4-5 килограмм с каждого кустика. Вот она вот это. Это называется у меня похваленка. Конек-горбунок есть и карамелька. Мы, если высадим в этом году малину, она уже даст плоды? В этом году, да. В этом году даст. А на будущий год еще больше, потому что у нее корневая система формируется больше, питания будет, она пустит. Но все равно мы должны оставлять 6-7 вот таких вот, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это и все. Остальные надо отрезать, укоренять их и подготовить на следующий год, чтобы ты размножил этот сорт. Ну что ж, уже совсем скоро посадка урожая даст свои первые плоды, ведь что может быть лучше выращенных своими руками огурцов, помидоров, свежего салата, укропа, спелой моркови. Лето мы, согласитесь, ждем с нетерпением целый год. Это счастливое время длинных каникул, долгожданных отпусков, интересных путешествий и увлекательных приключений. Так, отдел дачных к активному отдыху мы переходим вместе с Дарьей Анкехва. Отправляемся кататься на питбайках. В том, что это очень увлекательное развлечение. Даша убедилась в рамках проекта «Испытано на себе». Сюда. Ой, так нормально? Пойдет. Вот эти штучки в стороны. Я давить не буду сама, хорошо? А как же макияж? Ныряем.
На раз, два, три. А как же макияж? Ну, там останется немножко на шлеме. Подождите, а его растянуть нельзя? Нет. О, боже. Нет, Все? все, он только щечек касается. Ничего себе. Зря меня красил визажист сегодня. Не, нормально, ничего не нужно. Это преодоление страха номер 1. Да. Это жесть. А я как будто в кастрюле. Перчаточки. У меня щеки. Я теперь поняла, что у меня большие щеки. Все так, вы же видите, девочки говорят, не фоткай меня в шлеме на щеку. Нужно запомнить договора. Все начинается с посадки. Все начинается с посадки. Садимся поближе, вот сюда, практически на бак. Помню бедра. Бедрами держимся за бак. То есть за мотоцикл мы держимся именно ногами за бак, бедрами, а не руками за руль. То есть в таком положении не катаемся. Вот здесь сидим, коленями держимся. Нужна развесовка на задний амортизатор и на вилку. Вилка должна быть загружена, поэтому мы сидим впереди. Смотрим вперед метров 5. Локти повыше, амплитуды должно хватать, длины рук должно хватать, чтобы маневрировать. Грудь чуть-чуть вперед и как бы полетели. Страшно, да, звучит по-другому. Очень страшно звучит, но бояться его не надо. Могу поставить? Я не упаду налево-направо? Нет, упадешь? Ну как на велосипеде, ты же одной ногой всегда на землю. Не, я просто хочу понять, ты его держишь, ты вес чувствуешь? Нет, я вообще ничего не чувствую сейчас. Давай заглушим, чтобы ты не волновался. 2 круга сделаешь, потом остановишься, я тебя здесь поймаю. Ничего, я правда поймаю. Ну что, как говорится, с Богом. Оператор очень весел, он просто веселится сидит. А вы со мной не поедете, что ли? Нет, я бегать буду. Вот так вот. Все сама, все сама. Все, едь, едь. Ой, мама. Если хочешь остаться в живых. Так, ну что, эмоции, впечатления. Мне почему-то кажется, что это сложнее, чем квадроцикл. Почему, не знаю. Ну, потому что опыта вождения, видимо, нет. И вот эта вот ручка, она так чувствительна, да? То есть чуть-чуть пережмешь, и все, уже скорость сразу. Но я думаю, сейчас мы должны поехать уже на какую-то локацию, ведь, да? Нам в горку надо ехать. Куда? А может, в следующий раз? Пошла, газку побольше. Слезы текут, все течет. Такое ощущение, что это самый сложный выпуск испытано на себе в моей жизни. Так, Саша, отходи с дороги. Саша! Мамочки! Газ, 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 газ! Еще! Давай, 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 отлично! Ну, поехали! И... Даша, вперед! Мамочки! Вот на такой замечательной ноте, на такой прекрасной высоте, на фоне красивого пейзажа, да, я благодарю тебя за участие в съемках нашего проекта. И действительно, вот сегодня, как никогда, это было реально испытано на себе. У тебя, да, у тебя потрясающая работа, я тебе даже завидую. Очень переживали за Дашу. Даша молодец, справилась со всеми страхами и даже вошла во вкус, видимо. Очень такой заряд адреналина получила, катаясь впервые на питбайке. Главное, чтобы щеки не мешали, как говорится. Ну а далее у нас время новостей. Мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. В эфире новости. Доброе утро.
В год столетия СССР юбилейный 15-й национальный праздник Эсэх-Аланхо проведут в Верхневилюйском Улусе. В праздничную программу включено более 100 культурно-обрядовых и спортивных мероприятий. Впервые за 2 года праздник состоится в очном формате. Ожидается участие свыше 15 тысяч человек. Жителей и гостей Верхневилюйского Улуса ждет участие в масштабной и насыщенной программе. Театрализованное зрелищное открытие праздника, разнообразные тематические конкурсы мастерства, выставки, ярмарки, концерты, соревнования, конные скачки и многое другое. Ключевым событием Эсэх-Аланхо станет 4-й международный фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКО на земле Аланхо, посвященный культурному наследию народов России и мира. Красивые наряды, украшения, экстраординарные костюмы – все это работы студентов колледжа технологии и дизайна, выставленные в здании смарт-библиотеки. Этот год в среднеспециальном учебном заведении юбилейный. Ровно 25 лет тому назад преподаватели колледжа начали обучать молодых людей секретам технологии и дизайна. Сейчас в колледже готовят 600 студентов, из них 180 талантливых молодых людей получат диплом. Тем временем в этом году Якутский колледж стал победителем федерального конкурса по созданию пилотных площадок подготовки кадров для креативной индустрии. Поэтому с сентября в учебной программе еще прибавится 6 новых направлений. И мероприятие приурочено не только к 25-летию открытия колледжа, но и является шагом для реализации новых задач. Сборная Якутии готовится к чемпионату Дальнего Востока по боксу. До 12 июня продлится заключительный тренировочный этап к предстоящему домашнему чемпионату среди взрослых от 19 до 40 лет. Бойцы выступят в 13 весовых категориях. Соревнования пройдут с 13 по 17 июня в спорткомплексе «50 лет Победы» в Якутске. На сегодняшний день 44 спортсмена тренируются 3 раза в день. Окончательный отбор и имена участников чемпионата будут известны после спарринга 9 июня. Подготовка идет по плану. Я до этого с 15 по 31 мая был в городе Сочи. У нас был там учебно-тренировочный сбор вместе со сборной команды России. И 1 июня я прилетел в Якутск. И с сегодняшнего дня начал подготовку, уже последний этап к Дальнему Востоку. Волнений нету. Главное грамотно, хорошо подойти к соревнованиям. И главное отбоксировать, когда будет смотреть мой народ, вся Якутия. И с нетерпением жду своих боев. До 8 июня якутская телебашня будет окрашена в тигровую расцветку в знак поддержки акции, которую проводит Центр «Амурский тигр» в преддверии предстоящего международного форума по сохранению тигра. Всего под тигра раскрасится около 20 телебашен в России, а также Останкинская башня, которая начнет транслировать фразу «Амурских тигров стало больше». Некогда их популяция насчитывала около нескольких тысяч особей, но к концу 40-х годов 20 века в дикой природе осталось не более 50 животных. Последовавший запрет на охоту, усилия государства, советских и российских экологов позволили за 60 лет стабилизировать популяцию. В 2005 году ученые заявили о 450 хищниках. На этом у нас все. Хорошего дня. Доброе утро. 6 июня на календаре. Хочу напомнить, что сегодня отмечается Пушкинский день, День русского языка. И наша постоянная телезрительница Татьяна Семенова делится с нами в телеграм-канале «Утро Якутии» своими любимыми строками. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты мне долго снился голос нежный, и снились милые черты. Поздравляю «Утро Якутии» с днем рождения гения, великого поэта Пушкина, с днем русского языка и словесности. Спасибо, Татьяна, огромное за вашу активность. Ну, а далее предлагаю еще раз ознакомиться с прогнозом погоды на сегодня. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 13-20 градусов тепла. В заречной группе от 11 до 20, в южных 11-15, в Вилюйской группе 13-16, в Вилюйской
В Нижнеленских 16 и 19, на северо-западе 12-14, в Колымо-Индигирской группе от 3 до 17 градусов, в Янских 12-17, на северо-западе 1,8 градусов тепла. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 19 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем ожидается без осадков, ветер слабый, температура воздуха днем составит 30-32 градуса. Очень жарко на улице, берите с собой головные уборы, зонтики, защищайтесь от солнца. Ну а с наступлением лета начались и уличные занятия по курсу дрессировки братьев наших меньших. Так, на прошлой неделе на учебные площадки города вышли самые маленькие питомцы вместе со своими хозяевами. Понаблюдать за занятиями захотелось и прохожим, ведь, согласитесь, такие они милые, такие разные. Такие игривые наши четвероногие друзья. Полюбуйтесь и вы. Ну а на этом мы наш эфир завершаем. Спасибо, что были с нами. Завтра команда «Утро Якутии» также готовит для вас все самое актуальное и полезное. Так, со специалистами мы поговорим о правильном питании в условиях Крайнего Севера и чем питаться этим летом. Научимся говорить правильно еще одно слово. И книголюбов ждет новые рекомендации. До встречи, до завтра. Отличного дня.